По завершении игры с успешно проведенным матчем поздравить игроков сборной России с победой в раздевалку пришли глава Чечни Рамзан Кадыров и вице-премьер российского правительства Виталий Мутко. Они отметили, что несмотря на отсутствие острых моментов, игра держала в напряжении до конца. Парни, с победой вас! Спасибо большое! Давайте! Поздравляем! Давайте! Пусть это будет нашим началом большого пути. Да, мы закрыли черную полосу, но с Грозного начали, но новую. Давая характеристику прошедшему матчу, Рамзан Кадыров отметил, несмотря на то, что команду Станислав Черчесов собрал в основном из молодых игроков и сыгранности не хватает, ребята показали высокую волю к победе. Также символично, что в первой игре сборной России на территории СКФО единственный гол забил игрок с Северного Кавказа. Это исторический момент для Кавказа, для республики, потому что в республике первый раз на Кавказе играла сборная России. И, хотя у нас все звезды мирового уровня играли, там у нас, начиная с Марадона, мы готовы принимать любых гостей любого уровня. Чеченский народ всегда самый был гостеприимный. Они показали хорошую игру. Тут надо смело играть, и характер показывать, и скорости. А так нормально играли. Сегодня Россия показала хороший результат. Я очень доволен. Трибуна начала требовать, а футболисты поняли, что у них что требовать, и забили гол. Я благодарен болельщикам. Спасибо им всем. С Кавказа, с России приехали. Виталий Мутко отметил высокий уровень организации матча. Футбольная атмосфера, которая царила на стадионе Ахмат-Арена, и поддержка болельщиков, несомненно, сказалась на игре сборной. Грозный, я считаю, что огромная заслуга болельщиков в том, что мы вырвали эту победу. Пускай это товарищеская, но очень важно для психологии, для какой-то климата хорошего команд. Многие ребята молодые, 20-21 год, они сегодня играли, видели, схема 3 защитника, это все, в общем-то, сегодня для многих кто-то в клубе играет. В целом, мне кажется, вот эта обстановка, трибуны, до последнего момента они гнали команду вперед, это, конечно, очень важно. Приехала впервые сборная сюда, в Северный Кавказ, скажем, там, в республику чеченскую. Прекрасный стадион, атмосфера прекрасная, болельщики болеют, поэтому для нас это всех важно. Поэтому в целом я считаю, что такой некий открыли мы здесь европейский вояж такой, да? Я уже говорил, что организация здесь на самом высоком уровне. Не только сборную России, но и сборную Румынии здесь принимали на самом высоком уровне. Условия проживания, атмосфера, стадион, все здесь, в общем-то, для футбола. Поэтому мы очень удовлетворены, что здесь сыграли. О высоком уровне организации матча говорили и на послематчевой пресс-конференции. Первым ответить на вопросы журналистов вышел главный тренер сборной Румынии Кристофер Даум. Он отметил, что очень понравилась поддержка болельщиков. Благодаря этому игра прошла в хорошем темпе. Хотел бы сказать несколько слов по поводу атмосферы, по поводу того, как было организовано мероприятие. Мне очень понравился полный стадион, поддержка фанатов, поддержка именно болельщиков. Все прошло блестяще, я был впечатлен, и мне кажется, игра прошла на хорошем уровне. Затем слово взял главный тренер сборной России Станислав Черчесов. Сразу отметил, что болельщики сегодня в победу сборной внесли весомый вклад. А что касается игры, то Черчесов подчеркнул, что прошедший матч выявил некоторые пробелы в выстраивании игры и моменты, над которыми нужно поработать. Обстановка на стадионе была такая, что они нас снимали, и не случайно мы на последних минутах забили гол. В принципе, я знал, что на Ахмат-Арене все время такая обстановка, во всяком случае, когда я работал, поэтому знал, что поддержка нам обязательно сегодня поможет. Спасибо за радушный прием от команды. До этого матча сборная команда страны никогда не играла на территории Северного Кавказа. А решение, что в этот раз в 8-й столице, где сборная проведет свой матч, станет Грозный, было принято из-за благоприятных климатических условий. Но, как отмечают представители РФС, организация превзошла все их ожидания. Мы максималисты, поэтому всегда стремимся к тому, чтобы было идеально. Мне кажется, и для популяризации, для того, чтобы молодые пацаны еще больше шли в детские школы, и для того, чтобы наконец-то Европа поверила в то, что на юге у нас, в Кавказском регионе, можно проводить матчи, есть хорошие стадионы. Это очень важно. Проведение матча сборной в Грозном стало приятной новостью для жителей не только Чеченской Республики, но и всего Северного Кавказа. Сегодня Ахмат-Арена была площадкой своего рода центром единения болельщиков всей страны. Праздничное настроение украсила и победа сборной России. Благодарим руководство, которое показало способность
того, что мы можем проводить такие события в преддверии чемпионата мира по футболу. Я проживаю в Ингушетии. Первый раз я на матче. Я очень доволен, что я приехал, что я смог сюда прийти, поболеть за сборную Россию. Сегодняшняя игра стала последней для сборной России в этом году. И то, что она завершилась победой для нашей национальной команды, придаст игрокам дополнительную уверенность. А это один из самых важных компонентов удачной игры. Магомед Лаваркаев, Ясмина Гацаева, Булат Баканаев и Зелим Закаев. Новости.